Продолжается рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова по Бурзянскому району. Руководитель региона уже посетил деревни Старомунасипово и Набиево, будущий историко-культурный выставочный комплекс «Шульганташ» и теперь отправляется в село Старосубхангулово. Здесь с 1985 года работает начальная школа «Детский сад». Старое деревянное здание, к сожалению, уже не отвечает современным требованиям. Хозяйка. Альмира Маратовна, директор нашего детсада. Ох. Вот красота как. Купма балованда. В красивом месте, конечно, мы расположены. Ага. Сколько детей? На данный момент 60. Было 80, но из-за предписания прокуратуры мне пришлось путем отчисления А почему? 20 детей. Потому что... Перегружено, говорят. А, перегружен, Да, да? перегружено и плюс бульмаляр балякай, типа. Тут у нас тут получается, в группах дети занимаются и спят тут же вот напротив. Очень тесные условия. Это какого года? Какого года садик? Вообще здание 85-го года. Дети уже спят, да. Ради Фаритович, здание 85-го года. Функционируют 3 разновозрастные группы. В каждой группе по 20 детей. Как вы вот заметили, у нас нет музыкального зала. Вот здесь тоже дети спят, Ради Фаритович. Примерно по 20 детей, Ради Фаритович. Было 4 группы, то есть 80 детей было. А сейчас сколько? Сейчас 3 группы по 20 детей в каждой группе. А потребность какая? Потребность 80. А еще садик есть здесь? Наверное? Здесь садик у нас, еще 2 садика нормальных есть. Пойдем, получать. Это начальная школа. Тут 15 учеников учатся. Но нам хотя бы детский сад, Ради Фаритович, мы школу уже будем возить в центр, ближе к центру. Ну, он в список таких аварийных, конечно, не включен, но в то же время он такой очень резонансный. И вот планируем на 50 мест хотя бы, Ради Фаритович, потому что большей мощностью. Как видите здесь. Да, здесь мы проговаривали по площади и по целесообразности на 50 мест. Во-первых, На 50 мест начальная школа. Нет, это садик. садик. Это садик. Здесь потому что в 19-20 году 2 школа-садика построены. В общем, 15 детей с учетом демографии за счет подвоза можно решить. А вот сам садик на 50 мест, он у нас реализован в 2 районах уже в федеральном реестре. То есть у него логика какая? Типовой проект. Да, сюда садится раз, если вдруг федеральная программа будет продолжена, и даже практика есть, они просвещение иногда предлагает, если у вас есть садик, который может быть завершен, то есть, ну вот, 50 мест, если сюда привязать, будет возможность в том числе и заявиться на федеральные программы, если они... Проект будет. Да, проект будет. Значит, вот в Велишском районе... А вы что сами проектируете, говорите? Вы что делаете? Вы привязываете проект? Мы хотим привязать проект, заложили даже деньги на эти цели, но из-за финансовых затруднений вынуждены были на Комуслуги перекинуть деньги. Как бы финансовый мониторинг сделали в себя в бюджете. Не хватает. А со школы, а с этим что будете делать? Детей будем возить в центральную школу. А, то есть школа не нужна здесь, да? Ну, 15 детей. Ну да, это, наверное. И по качеству образования будем лучше, конечно. наверное. А Вот здесь вот всю территорию почистить и поставить нормальный садик, да? На 50, говорите? На 50, 60? По площади здесь, ну, типовой он 50. Дальше следующая планка у нас 95. То есть вот пока проработан вариант с администрацией, это привязка типового на 50. Ну, это вы сделаете тогда. А дальше что будем делать? Дальше заявляться в РАИП с возможностью заявки и в федеральную программу, потому что он в федеральном реестре, поэтому вот на 50 мест он интересен. Ну, давайте так сделаем. Ждем, будем надеяться. Рахмат келгенегдесин. Давайте сделаем так. Чтобы в следующем году вот школу начали строить и начали строить садик здесь. Мне кажется, вот самое. По больнице, я так понимаю, более-менее здесь, да? Ну, ФАПы будут своим чередом идти, да. Ну и дороги, да, то, что мы там... Да, обговаривали, да. Ладно? Да. Тогда давайте вот это ставьте в РАИП.
А готовите сами, да, наверное? Готовили до этого. Пища привозная. А пища, ну, нормально? Да, не жалуемся, вкусно готовят. А так, а школу здесь в одну смену учитесь? Здесь вообще везде одна смена. Одна смена, да? То есть вот потребность только вот заменить старые школы, ну и садик вот этот. Ну, вот детский сад, да. Самая главная потребность в детском саду. Потому что многодетных Договорились? Да? много. Получается, вот так вот. Вы тогда проедьте, посмотрите, как школа. Мы уже все, Здесь, да? все, ну, по образованию уже. По образованию все, да. Все. Вы тогда, Абилат Акилович, скажите, что вот он тоже, вот это мое первое поручение, а вот здесь вот надо построить. Следующий объект рабочей поездки главы Башкортостана Ради Хабирова по Бурзянскому району – село Старосубхангулово, парк Каин-Туш. Его благоустроили по проекту формирования комфортной городской среды. Здравствуйте. Здравствуйте. Как раз подрядчик Борис, который сделал все это. Ну классно же. Посмотрите, я что хотел посмотреть. Вот здесь, если мы вам дадим, а вы как люди ходят вдоль дороги? Это же дорога довольно проездная. По обочине и по проектированию там должно быть, у нас тротуар хотели. С этой стороны у нас позволяет тротуар идти. А есть проект? Есть. А вот это мягкое, тут мягкое есть? Или нет? Мягкое покрытие у нас в одном есть, сейчас во второй будет тоже вот здесь. Здесь получилось у нас просто детская площадка. Пойдемте. А вот это плитами сделали, да? Да. А качели что не поставили? По проекту не было. Уже своими силами, Ради Хабирович, сделаем. Это своими силами. Качели, детям качели. нужно. А вот таких мягких площадок сколько Старосубхангулово? Это и первый, самый первый. Первый, да? Да. У нас по башкирским дворикам только есть маленькая одна площадка, и все. На следующий год запланировали в микрорайоне Базал точно такой же проект, только такая же большая. А здесь вот получается, ну, спортивно, гулять, освещение работает? Освещение работает, все замечательно. Здорово. Сколько денег вот отдали за это? 9 миллионов 640. 9 миллионов. Здесь был пустырь вообще. Стадион получился, да. Здесь полтора метра здесь подымали, здесь болото. Вот мне кажется, здесь вот самый главный тротуар надо сделать. Тротуар нужен, Ради Хабирович. А? Согласны, что тротуар самое главное? Это люди все. Ну, пойдем посмотрим тротуар. В данный момент практически половина населения вот, детей ходит сюда. Здесь вечером, вот вы представите, человек 200 вот, детей. Вот такой визг стоит. Ну, весело народу. Спасибо, конечно. Вот. Сейчас еще побольше. Абулгат. Абулова Тилгадур Рахмат. Абулгат. Рахмат Тилгадур. Келесі әкел күрешеріз мында, еме? Иә. Ну, яңа нейді, детсадик қарап. Рахмет. Абулгат. У нас, Ради Хабирович, просто как получается, тротуар подпадает под зону защиты дороги, то есть 3 метра. А вот где, с левой, с правой стороны? Вот с правой стороны спокойно можно идти тротуар. Получается отсюда вот с выводом. Здесь уже нас ничего не затрагивает. И вдоль забора, вдоль ДРСУ можем пройти. И вот она идет так, потом... Да, и в нескольких местах сделаем пешеходный переход, чтобы, получается, где свободное место. А, ну то есть переход... Потому что у нас с этой стороны вот дальше гора идет, там уже невозможно. Надо в эту сторону. Место очень затесненное, поэтому не везде возможно, Ради Хабирович. Сколько примерно денег надо? Ну, по району где-то около... Хотя бы в порядке суммы ФКГС, может быть, Ради Хабирович, 9 миллионов хотя бы. Ну вот я просто хочу, чтобы вы взяли и сделали. Миллионов за 20 всю протяженность сделаете. А освещение есть здесь, нет? Есть, освещение полностью сделали. Но это тротуар с погруженными бордюрами, с насыпью, чтобы, ну вот это все порядок. Вы сможете это сделать, да? Тогда запишите. 20 миллионов выделить на... Вот тротуары сделать надо. А тротуары сделаем, а потом уже самое главное, чтобы люди спокойно ходили. Да. Здесь. Они же ходят, наверное, здесь? Ходят. Дети ходят в школу, наверное, вот так. Да, вот это вот.
Так, либо освещение, вот это самое главное сделать. И если есть где-то там заборчик, может быть, ну... Подвинуть, да, договориться, сделать. Маленький такой железный заборчик, он дешево стоит. Ну, 20 миллионов это достаточно много. И задача получается, чтобы уже сделали в следующем году. Ладно? Я понял, хорошо, сделаем. Делаем, что так? Делаем. Надо сделать. Да, сделаем. А так вот это молодцы, хорошо, качественно сделали. Вы местные, да, или? Есть белорецкий? Белорецкий, да? Белорецкий, да. А белорецкий делаете что-нибудь? Мосты у меня, да, 2 моста. У нас второй год вот по городской среде, получается, один подряд. Один из добросовестных подрядчиков, Радик Владимирович. Мы по- Я посмотрю. А у вас есть площадка, где такую же сделать, вы говорите? Сколько нужно денег? Ну, мы запланировали на следующий год на 9 миллионов также. А, вам деньги заложили эти, да? А, все, тогда вы делаете. Ладно, спасибо. Счастливо. Спасибо. Да, помогу. Спасибо большое. До свидания. Районный дворец культуры в Старосубхангулово благоустроили в рамках программы «100 объектов к столетию Башкортостана». Не все еще готово, но в целом солидно. Амхат. Hayırlı günler. Нефтек эшләме, да. Нашенеге жалды. Айе, эшләр барамы? Бара шөкер. Халық йөрәме? Йөрөй. Канаятмы? Канагат. Айе. Монда бер артистлар киләме Уфадан? Кисә генә филармония Сибайлыкка килде. Ага. Bütün талаптарды үтәп, карыз әйттек. Ну, халык тулы булды, Юк, зритель әз булды. Не. Ну, вакцина вакцина бар шул, итендә барыбер иә. талаптарды үтәйләр. Безнең талаптарга шулай кулак халалар Ну, дип әйтергә кирәк. Держаться надо. Алтын килер. Әйе, булыр. Үтер дип уйлыйм. Монда не ул, эш бетмәгән бит монда. Безнең әле второй этап РДК тора. Әйе. Благоустройство шул Касан була? каралган. Касан Әле була? экспертизалар ята безнең проектный Ну, финансирование бармы? Радик Владимирович, біздің УДБ-дің финансирование проектынан кетіп ултыра, то есть аппарат проектированиен. Благоустройство там Сколько предусмотрено. самое да керек? Ну, порядка 90 в районка заявиться хотим. 90? 2 этажа, не здесь только. Вот у нас спортзал бар, Радик Владимирович. Там спортзал. Второй этапта безнең спортзалды. Ты як там? Да, Ана ошо ход с другой стороны. Радик Владимирович. Анда МФЦ каралган. Детская библиотека каралган. Библиотека и ЗАГС. Вот хотим Ну, РДК эшләй бит инде. РДК эшләй. Очень достойно получился клуб, Радик Владимирович, Булай. Но второй этап тоже вот пока проект делаем. Да. Бер кружоклар бармы? Бар, Үзәгенең театрмы? бар. Безнең 19 халык исемен йөрткән коллектив бар. Баш регион строй эшләнеп, Өфенән улар эшләп киттеләр. Менә бу безнең фойе. Ошонда очрашулар да, ЗАГС-та кайбердә. Второй очередь, біздің спортзал вход с улицы, Радик Владимирович. Банан жоқ прямой. Прямой юк, сыгып инергә ул асык, если Ну да, что. біздің как бы строительные работы прошли. Ага. Безнең менә зрительный зал 296, 296 мест. Матур, охшай иде безгә. Халык тулы була. Для Бурдяна уровень очень такой достойный. Радик Владимирович. Торжественное заседание здесь проводишь, да? Юг, совет у нас в администрации проводится. Нет, торжественные заседания какие-то. вот, Концерт, мероприятия большие здесь. Большие Да, да. Вот. А кинотеатр бармы, да? Юк? Бар. Вадя, бандамы? Нет, сәнгать мәктәбендә менә каршылагына бар. 42 урынға на 48 мест. Бәләкәй кинозал, но Ну, Ну, бар инде. бар. Халык йөрүме? Әле генә пока. Ну, пока әзен. Фонд кино, йөрөйдәр. Фонд кино аша 5 миллионга безгә алып килеп комплектовать итеп куйдылар. Залыбыз отдельный шунда. Сәнгать вот здесь с мәктәбе. музыкальным оборудованием вместе немен келдер. Сценическая сцена, одежда сцены. Ну, очень так достойно 3D получилось. киноларда киләләр, карайдар Музыкальная кеше. аппаратура бар инде. Бар. Звукозаписывающая бармы? Бар. Нас проект исендә 15 миллионга полностью оборудование, ошо креслоларды алдык. Нас проект культура. Банда буенча. бер кафе юкмы? Кафе бында юк, потому что безнең эргәтерле кафелар күп. Шәхси эшкуарларның шуга теге банда искә бирү- Мәскәүдә икенде театрга барганда, главный анда неме? Антракт. Радик Владимирович, безнең менә Курайсылар ансамбле постоянно действует 75 ел быел. И Курайсылар ансамбльнең бер агзаһы менә безнең Газмин Әхметович Курайсы ансамбльгә вакыты булганда йөрне, хәзер әдрәк бушамай. Хәзер уңгарга йөргән юк. Безнең танцевальный коллектив бик көчле генә. Әле байык телевизион конкурсында гран-при алып кайттылар. Безнең шатлыктарыбыз күп. Матур коллективтарыбыз эшләп килә. Бу китапхана безнең. Ну, бер кем киләме монда юкмы? Йөрөйдәр. Йөреләрме? Йөрөйдәр. Кемнәр? Яшьләрме, картлармы?
Түрлі категория бар. Түрлі. А интернет бар ма? Интернет, скоростной, высокоскоростной интернет бар. Электронный каталог эшләй. Где-то 32 меңдән артыграк фонд. И безнең детский библиотекабыз, Алла бирһә теге второй этапта бетсәк, анда 20 мең китап тоже бар. Шөкер булай, кеше килә. Мероприятиеләр оештырабыз. Денег не хватило, наверное, да? Да. Зачем 190 миллионов? Тут это не 90 Мы миллионов. 2 этажа хотим. А зачем? МФЦ в первом этаже, второй ЗАГС. детская библиотека ЗАГС. А если тут миллионов за 20 сделать ремонт, и вам построить здание отдельное? На ЗАГС? Конечно. Нет, у нас Сколько детский- бракосочетаний у вас в год? Ну, порядка 200 точно. А я? Ну, в месяц получается 20 бракосочетаний где-то, да? Да. А почему отдельно, если хотите построить? Отдельно, на красной линии вообще участков нету. Нету, да, больше? Нету? Все? Нету. Все-таки на площади должно быть все это происходить, там, где центр, там, где люди ходят. А проект есть, да? Проект, последний этап экспертизы проходит. Ну, то есть проект есть уже на экспертизе, да? Есть. Там уже исправление, да? Да. Там, получается, я не очень понял, первый этаж будет МФЦ, а второй этаж спортзал, да? Нет, детская библиотека. То есть вместо спортивного вы делаете... У нас построили ФОК, поэтому нам спортзал здесь не нужен оказался. Мы его перепроектировали. У нас в вот этих школах большие спортзалы. Спортзал хватает для района. Теперь я понял. Да, поэтому Мы переориентируемся. детскую библиотеку у нас деревянная, мы снесли ее. Сейчас у нас Вот там нету. пустырь, где вы посмотрели. Библиотека, МФЦ и ЗАГС. Вот для торжественных мероприятий. Вот тут рядом ДК сразу, да? Это очень, вместе им очень удобно, Ради Фарич. Ладно, пометьте, там внести предложение мне по этому. Рахмат, ребят. Ярайды, рахмет. Ярай. Ешрак килеп берегез. Уақыт жоқ бит. Мына шул коронавирустан этлетте бит. Әле рахмет, килә алганыгызга рахмет. Алла бирһә. Яра, мотор итеп торабыз. Ярай, һезгә ләйсәнлек, һаулык, уңыштар. Һаулыгыз. Завершается эта рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова по Бурзянскому району в деревне Иргызлы. Здесь руководители республики уже ждут жители. Проблем достаточно. Дороги, газификация, здравоохранение. Как дела? Барам, Глава мне просто сказал, асфальт надо в середине деревни сказать, да? Где, Господи, давно просим. Вот, ну пыль, говорят, идет, так? Не только пыль, вообще невыносимо. А народу много ездит вообще с Квазным? Сейчас Оренбург полностью идет сюда. Магнитогорск, Челябинск. И этот юго-восток, Башкирии весь, ну, как у вас это люди? Виктор Михайлович, Башкир-Автодор где у нас? Здесь. Когда вы выйдете асфальтировать? В понедельник, Ради Фаритович, начнем завозить щебень, и в ближайшее время, в течение 3 недель мы успеете заасфальтируем. до зимы, да? Все, мы вам улицу заасфальтируем, сделаем, это нормально. Там единственное, смотрите, ну, наверное, вопросы есть. Я сам проехал сейчас по этой дороге, уже там, раз, два, три я ездил. Что с этой дорогой делать, честно говоря, не знаю. Мы, наверное, сделаем так. Денег сейчас 500 миллиарда минимум сюда вкладывать, чтобы вот делать эту дорогу, нету. Мы, Виктор Михайлович, если вот все, что мы фрезой снимаем, сюда отсыпать, делать, она тоже нормальная будет. Не удержится, она на это не удержится. Здесь На это не удержится. Да, если щебень не удержится, очень твердое покрытие здесь. Это, ну, на камне лежит это просто. Будем ремонтировать. Мы так-то ее в планах, в Героине, в щебеночном варианте мы ее в планах, она у нас есть ремонт этой. А когда начнем? Когда? Но она сейчас в ремонте. К сожалению, подрядчик попался такой, что мы с ним будем расторгать и переторговывать. А успеете до этого что-то делать? Сколько километров участок? В этом году навряд ли уже, потому что подрядчик еще надо с ним расторгнуть. Еще, там 3 километра у нас в плане есть, но будущий год мы продолжим. Ну вот сделаем, потихонечку ремонтировать эту дорогу будем. Немножко окрепнем, потом и асфальт. Но главное нам в деревне. Да, с той стороны мы будем с той стороны вести дорогу. Вот. Ну, может быть, она вас и не радует, и не нужна. Вам главное сюда же, если там по делам. Не, ну и туда мы ездим. А ФАП есть у вас, нет? Вот мы как раз хотели попросить. У нас сейчас ФАП есть, но возможности его невелики.
Он где он у вас территорию У нас он новый в той стороне. с детским садиком. Там больница была у нас. Ее Да, закрыли. раньше Новую была больницу участковая только больница. открыли. Амбулатория, наверное, была. Да. Ну, лежали там больные, все как положено у нас. Очень хорошая больница. Мы бы хотели, чтобы появился офис врача общей практики. Тогда будет возможность жителям 3 деревень обслуживаться в дневном стационаре, будет оборудование. Все-таки дневной стационар хотите, да? Ну, конечно. Ради Фаридович, защитили в рамках модернизации первичного звена Максима Васильевича. Как бы кустовые хотели сделать, то есть здесь населенные пункты у нас самые отдаленные. Это, получается, деревня Максютова, деревня Кутана, деревня Ергизла. И хотим построить данное разрешение со стороны Министерства здравоохранения для постройки офиса врача общей практики. Поэтому, по возможности, Максим Васильевич дал добро, поэтому у нас есть врач. Если на 2023-2024 год будет у нас офис врача общей практики, то есть у нас здесь и как раз врачебный персонал. А что вы называете врач-офис? Что туда входит? Там дневной стационар есть или нет? В принципе? Стационар, однозначно, когда врач будет, все равно дневной стационар, да, 2 койки хотя бы мы здесь. А место есть где-то здесь? Мы предусмотрели, посмотрели место, да. А проект есть? Проект пока нету, Ради Фаридович. Это сразу для 3 деревень. Вот А Максютов. сколько внутри деревни, деревни разные, а сколько проживает человек? Так. Всего здесь, да. Кутановой где-то около 270, наверное. Сколько? 270, ну около 300, а в Максютовой 110, 100. То есть даже 1000 нету, да? Так-то у нас амбулатория с какой цифры начинается? Учитывая отдаленность, то есть там больше 1000 прикрепленного населения, поэтому, учитывая отдаленность, было согласовано. Это население здесь пожилое или молодежь? Молодежь-то вы тут участки даете строиться? Да. Здесь, в принципе, есть. Строится мало. А учатся дети где? Школа здесь неплохая, по-моему, здесь. Школа здесь. Вы где-то на горе, по-моему, да? Основная школа здесь. Интернат для максютовских детей. Да, вот там. Так-то вроде школа более-менее у вас ничего, да? Школа хорошая, 100 детей, 101. А вот я смотрю, у вас газ-то в деревне есть? Вот копают. Копают, все, подводят, да? Все, начали. Ладно, хорошо. Там вы знаете, да, что мы должны до границы вашего участка довести газ. Не просто вот так вот бросить, прямо до границы вашего участка. Это поручение президента есть такое. А там уже сами будете потихонечку. Там для многодетных есть какие-то льготы по газу и так далее. Значит, по амбулатории запишите. В следующем году не сможем построить амбулаторию. Не сможем. В 23-м году амбулатория будет у вас. Вот, спасибо. Дотерпите же, наверное, да? Дотерпим. Хоть есть надежда. Да. Фонари какие-то у вас горят вечером, нет? Фонари, да, горят. Все-таки есть вечером, да? Это так. По амбулатории договорились, там проектирование 23-й год, ой, 22-й. Таңнайым, Яш бит әле, яш. Яш булһа сондай хәлгә килеп куйды. Мине менә ошо почтала утырып 4 ел ярымда авыру булып, аяксыз булып килеп сыктым. Почтабыз ныграк килешә осып китмәлегенә. Ул борынгы, уның хакылая ук бер хумдан исәтин торайны ул вакытында. Хәзерге вакытта кышкы анда ничек итеп әйтәм, этбәйләһендә торырлык түгел, ягеһен инһәң, вапшы эсе, теге таштан тимер менән генә күпләп киттеләр, 2 ягыннан гына. Таяктарының гыйбрат булып китте. Берәй буш бина юкмы монда? Ничек шул әзрәк кенә Буш бина берәй иске не. Частный гына. Тедеркешнең. Хаталар кирәгендә. Хаталар яки аренда алырга дигән вариант бар, Фаридович. Мен вакытында миндә йөреп караным ул. Урынын алыштыр. Ну, почта кулланасызмы? Ну, почта мода кирәкме? Кирәк. Посылкалар киләгәндә шул магазинында шулай бит. Теге интернет-заказ шул ниләрендә. Все платежи оплачивают. Платежи. Все же ездят. Журналы получаем, газеты выписываем. В этом руководителю почты нашей башкирской пусть несет мне предложение, поручение. Пусть... Я вариант рассмотрю, тогда, Фаридович. В валенках одеты, в куртке, в платке. Один человек работает, 2 человека? Одна и 2 почтальонки. Все, я с почтой переговорю, решение найдем. Найдем какое-то решение. Хотел спросить вас, что вы не вакцинируетесь-то?
У нас тут почти самые, по Бурзяну, по-моему, самые лучшие. Серьезно? Да. Вакцинируйтесь, пожалуйста. Не спасет ничего, ничего не спасет, если вакцины не будет. Даже если прихватите с вакциной, жить будете, а так умирают люди. Вот. Вакцинируйтесь, пожалуйста. Вот. Ярату. Нам в районную больницу хорошо бы, если бы была компьютерная томография. Пока всех больных приходится в Белорецк возить. Свои специалисты есть, если бы... Что скажете? Вопрос как раз Гульнар Фатовной, мы когда прием граждан вели, однозначно был поднят вопрос о приобретении нашему району компьютерной томографии. Гульнар Фатовна записала, то есть она сказала, то есть однозначно Министерство здравоохранения предусмотрит. Сейчас смотрите, по нормативам положено? По нормативам нет. Нет, да. Ну хорошо, а врач, что у вас есть, который, найдете врача, который... Ради Фаридович, без проблем обучу. Обучите, да? Хорошо. Он же 18 миллионов стоит, да? Нет, Гульнар Фатовна сказала, вам в ваш район большой такой сверхмощный объем компьютерной томографии не нужно, то есть где будет высвобождено, то есть дадут нам в таком формате. Ну, я ее сейчас увижу, я с ним переговорю. Запишите по компьютерному томографу. Потому что мне глава тоже говорил, вам Белорецк 100 километров мотаться за картой, а сейчас все-таки 150, да, вам же еще это выехать. Да. Ладно, хорошо, сделаем, это будет. Мы с главой уже обсудили, это договорились. До свидания, не болей. Спасибо. Рахмет.